Вітаю, мене звати Любомир Ференц і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І в нашій студії ми вітаємо Олега Гавриша, редактора відділу «Бізнес», порталу «Нове Время». Доброго вечора, Олеже. І сьогодні ми будемо говорити про економіку і про новину не дуже позитивну для України. Єврокомісія відмовила нашій державі в допомозі на 600 мільйонів євро. Так, обіцялося, однак не дається. Що це за допомога і чому вона мала бути дана? Еврокомиссия достаточно давно определила, что она может выделить некие деньги, которые будут использованы для Украины, скажем, для стабилизации ее макроэкономического состояния, для проведения реформ, для инфраструктурных проектов и так далее и тому подобное. Это была фактически безвозмездная помощь, которая выделялась Еврокомиссией для нашей страны. Мы могли получить 600 миллионов евро, если бы выполнили ряд требований, соответственно, которые предъявляла к нам Еврокомиссия. К сожалению, мы их не выполнили, поэтому не получим. Но поступила как бы и в некотором смысле утешительная новость о том, что в следующем году нам могут выделить 1,8 миллиарда евро, если, опять же, мы выполним определенные требования, которые от нас хочет получить Еврокомиссия. Сегодня об этом заявил господин Порошенко. Ну и, в общем, это очевидно, как бы, что такие деньги могут быть выделены. Вначале о размере помощи. Фактически всем странам, которые, скажем так, находятся в дружественных отношениях с Европой, являются ассоциированными членами, или если входит в Евросоюз, это вообще другая ситуация, Еврокомиссия, Евросоюз выделяет определенную денежную помощь. То есть вот относительно Польши часто говорят, что там экономическое чудо случилось, вот страна сильно там рванула сильно вперед за там 20 лет и так далее и тому подобное, но на самом деле Евросоюз выделил ей порядка 150 миллиардов помощи, и это значительные деньги. Если бы Украине столько выделили, мы бы получили бы значительные инвестиции и других инвесторов. Потому что инвесторы смотрят, если идет помощь, значит, это означает, что с экономикой будет все в порядке, она будет расти. Да, совершенно верно. Только на то, чтобы дороги в Польшу привести в порядок, Еврокомиссия выделила 30 миллиардов в свое время. То есть, представьте себе, эта сумма денег, это можно и в Украине решить проблему плохих дорог. И, соответственно, она контролировала траты этих денег и так далее и тому подобное. То есть, фактически все эти страны, новая Европа, да, там Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и так дальше, другие страны, они получали такую помощь от Европейского Союза безвозмездно. Украина тоже может ее получать, но в гораздо меньших размерах. Что нам нужно было сделать в этом году для того, чтобы мы ее получили? Там было 4 решения. 3 из них очень важные, потому что они лежали в сфере борьбы с коррупцией, и Украина, конечно, очень плохо, что мы их не сделали. То есть, первое, это мы должны были, значит, ввести автоматическую проверку электронных деклараций. Ну, понятно, как бы чиновники декларируют свои доходы, нужно было автоматически их проверять для того, чтобы там выделять какой-то красный как бы маркер, да, там, что неправильно. Був останній скандал, так, з Ганною Соломатіною, працівницею Національного агентства з питань запобігання корупції. Вона часто нагадувала, що там перевірено, здається, 91 декларація з 1,5 мільйона загальної чисельності декларацій, і проблема в тому, що не введений оцей автоматизований модуль. Да, это первая проблема. Вторая проблема – это не введен единый реестр кредиторов. Что это такое? Значит, у нас в Украине есть очень плохая привычка, доставшаяся по наследству, о том, что не платить по долгам, не погашать кредиты. Есть такая даже поговорка, которую говорил там один из олигархов: по долгам платят только трусы, даже бравировал этим. Так вот, это неправильно. В Европе так не поступают. Поэтому нужно было создать единый реестр всех кредиторов, всех, кто когда-то занимал деньги и кто не вернул. Кстати, если говорить о мелком, не вернул банкам, либо тем, кто выдавал кредиты. Це від самих найменших кредиторів фізичних осіб до самых даже до физических лиц. Но физические лица, надо заметить, как правило, кредиты возвращают, как правило. Потому что вот как раз мелкий, средний бизнес или простой человек, он там в 90% случаев, 99% рассчитается. А вот крупный бизнес довольно часто, особенно украинский бизнес, к сожалению, эти кредиты не возвращает. Тому що він має адвокатів, він затягує по судах і так далі. Он имеет деньги заплатить взятку судьи. Вот и все. И может порешать вопросы в судах. К сожалению, это происходит вот так. Но если будет единый реестр, то будет очень просто определить, кто, когда, чего не вернул. И таким образом сложнее гораздо будет вводить за нос, собственно говоря, банки. И этот закон в Верховной Раде, который вводил подобную меру раз, и вводил еще множество других вещей, которые защищают права кредиторов, он бы позволил и снизить кредитные ставки банков, потому что чем меньше риск, тем дешевле деньги. Это принцип. Соответственно, банки бы кредитовали более дешево. Но, к сожалению, он не проходит в Верховной Раде, наверное, потому что очень много заемщиков, тех, кто, собственно говоря, должны деньги банкам, как раз сидят в Верховной Раде. И они не заинтересованы принимать такой закон. Третья причина, тоже достаточно негативная, это то, что
В принципе, у нас до сих пор не видна система определения конечных бенефициаров бизнеса. То есть мы не знаем, кому принадлежит тот или иной актив. Он иногда принадлежит чиновнику, судье, там, не знаю, прокурору. А мы не можем выяснить до конца, чья же, собственно говоря, эта принаймні, компания. реєстр є відкритий, там видно зараз Да, но бенефіціара там компанії. Там, скажем так, есть, может быть, некий, там, сказать, извините за выражение, фукс, то есть как бы человек, как бы это подставное лицо, которое, на котором может там, произвести на множество фирм. Вот с этим как бы были специальные системы и специальные законы, которые позволяют с этим бороться. И таким образом вот эти вещи, это действительно как бы очень плохо, что мы не приняли. Было одно решение еще, которое тоже требовал Евросоюз, которое на самом деле, ну, я считаю, это мое субъективное мнение, сомнительно. То есть это вопрос по поводу того, чтобы Украина разрешила экспорт лесокругляка. Здесь я думаю, что мы могли бы вести общение с Евросоюзом, доказывать, как бы там, если, например, действительно Украина там решила каким-то образом ограничивать там этот вывоз и там действительно как бы развивать свою там деревообрабатывающую промышленность, это мог быть предметом переговоров. В конце концов, можно было там ввести какие-то лицензии достаточно дорогие вообще на заготовку леса для всех, кто его заготавливает. Каким-то образом остановить, там, если у нас есть проблема вырубки лесов в Карпатах, если у нас есть проблема то, что от нас хотят получать сырье, а не продукты с добавленной стоимостью, которые хотим продавать мы, потому что продукт с высокой добавленной стоимостью, это дополнительные налоги, рабочие места и так дальше. Здесь был вопрос переговорный, и, ну, такой, скажем так, он сомнительный. Три других, они совершенно очевидны, что их просто нужно было принимать. К сожалению, это не было сделано, и поэтому, собственно говоря, мы не получили эту помощь. Есть надежда на то, что это будет сделано в следующем году, и тогда мы сможем получить большую сумму, вот 1,8 миллиарда евро. Але там найбільше питання стосувалося навіть не перевірки там автоматизованої декларації, але саме зняття мораторію на експорт лісу-кругляку. Да, это, Я правильно говорю, да, вы правильно говорите, как бы это был один из ключевых вопросов. Тем не менее, в сумме было поставлено 4 претензии. Конкретно все 4, которые я перечислил, они все 4 были предъявлены. Лес-кругляк, конечно, поскольку это экономический вопрос, скажем так, вопрос денег, то, конечно, он поднимался больше всего. Но, опять же, это вопрос совершенно четко переговоров. С одной стороны, Украина вроде как должна открывать свои рынки для европейских товаров, и, соответственно, мы не должны в том числе как бы препятствовать вывозу какой-то определенной продукции из нашей страны. Но, опять же, вот посмотрите там на другие страны, предположим, там Турция или, скажем, тот же самый Казахстан, они вводят заградительные пошлины на вывоз лома и другого сырья, стараясь как бы продавать готовую продукцию. Поэтому здесь нужно было просто отстаивать там четко свои экономические интересы, считать, и об этом можно было говорить. Но и когда не выполнены еще 3 условия, которые конкретно касаются коррупции, здесь уже разговор как бы бесполезен. Потому что есть конкретные вещи, которые правильные, которые нужно было принять, и они не были приняты. И это минус, к сожалению, власти. Что касается, кстати, там, ну, вот, вопроса лісокругляка, я согласен, що це сомнительний вопрос, як і експорт металолому. Ні, ну, але ви зрозумієте, наприклад, 10 лютого, здається, цього року, під час зустрічі очільника українського уряду Володимира Гройсмана і президента Єврокомісії Жана Клода Юнкера у Брюсселі, представник ЄС, він заявив, так, що Євросоюз готовий виділити другий транш, розраховуючи на те, що уряд і парламент України зможуть виконати ключову умову, зняти заборону на експорт лісу-кругляку. Так? Коли десь побічно лунають гасла там боротьба з корупцією, коли там раз, два, три, то ліс-кругляк, він зняття мораторію, він виноситься, це питання в окрему тему. Так? Європі вигідно, правда, щоб український ліс різався і їхав до них. Ви погоджуєтесь, так? Тому що вони свою виробку не хочуть робити. Однак, чому мораторій не знімають? Тому що в суспільстві немає консенсусу на це питання, так? Але проблема ще полягає в тому, що ліс ріжеться і їде контрабандою, так? І це якось потрібно вирішувати. Ну, решать это нужно только одним образом — сажать таможенников, которые с этим занимаются. Да? То есть для этого, опять же, мы возвращаемся к борьбе с коррупцией, потому что, ну, это не повод. То есть, например, если у нас, скажем так, ну, очень большое количество людей в стране там нелегально покупают наркотики или нелегально занимаются заказными убийствами, значит, что мы их должны легализовывать. То есть есть вещи, которые легализовывать нельзя. Ну, как бы здесь, я не говорю, что лес-кругляк то же самое, ни в коем случае. Здесь вопрос всего лишь экономики, как бы экономических расчетов. То есть здесь надо смотреть, что для нас в данном случае выгодно. Возможно, как бы позволив там экспортировать это сырье, мы получим от, сказать, Европейского Союза гораздо больше там преференций и, значит, с точки зрения всего общего эффекта. Но, конечно, стратегически Украина должна быть заинтересована в том, чтобы продавать готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это нормальное желание любой экономически развитой страны. Однак поки що у нас цього не відбувається. І чи є зацікавленість інвесторів, щоб побудувати в нас теоретично завод, щоб він щось виробляв і потім це все експортувалося до Європи?
Смотрите, таких заводов достаточно много. Например, вот если вы посмотрите производство мебели, там их много, скажем, в той же самой Польше, в той же самой Германии и так дальше и тому подобное. То есть у них уже есть такого рода заводы, им нужно сырье. Поэтому в этом смысле как бы, они, конечно, относятся гораздо четко, как бы, прагматично, да, что они хотят ее получить. Но для Украины я считаю, что действительно интереснее строить свои предприятия, перерабатывать это сырье, но если мы хотим, чтобы сюда приходили там, инвесторы, строили предприятия, нам тоже нужно создавать соответствующие условия для прихода инвесторов. Во-первых, нужно защищать право собственности. Одна из ключевых проблем сегодня в Украине то, что если инвестор построил здесь завод, он не может быть уверен в том, что у него, грубо говоря, его не заберут рейдерским путем завтра же, и суд не станет на сторону рейдера. Для того, чтобы такого не происходило, есть два варианта. Либо мы проводим здесь серьезную судебную реформу, как произошло там, хотя бы с патрульной полицией, да, там, говоря, заменяем всех судей, выгоняем старых, набираем там совершенно новых молодых ребят, там, и учим их с нуля, ломаем всю систему. Потому что высший хозяйственный суд, если посмотрите там людей, которые там до сих пор судьи, это просто уму непостижимо. То есть там, вот, посмотрите, программа «Схема», про одного из них делал недавно репортаж, там куча других там антикоррупционных программ, конкретно, кстати, проверяли, разбирались в этих вопросах, и там клейма негде ставить. И если мы говорим, то есть мы можем либо их поменять, либо есть второй вариант, достаточно простой. Конечно, это отказ от части суверенитета страны, но, наверное, он был бы отчасти правильный. Это если инвестор, который приходит в нашу страну, может оставить свои интересы в суде арбитражном в Лондоне или в Стокгольме, и Украина обязуется законом принимать это решение как окончательное и не подлежащее уже пересмотру или досмотру или к чему-то там еще в украинских судах. Вот решил лондонский арбитраж конкретно по этому инвестору. Все, это окончательное решение для выполнения в Украине. Исполнительная служба берет это решение и выполняет его. Вот это вот было бы гораздо проще. То есть один закон принимаем такого рода, и все, до свидания, как бы судьи наши просто выбиваются из схем. И дальше приходят люди, які строять заводи, і у них захищена собственность. Це улучшить ситуацію. Загальна сума, яку мала надати нам Єврокомісія, це 1 мільярд 800 мільйонів євро. Все правильно, так? Ми отримали вже два транші на суму 1 мільярд 200 мільйонів. І оці 600 мільйонів нам не дали. Однак термін поточної програми закінчується на початку 2018 року. Фактично залишився місяць. Ви погоджуєтеся. Що з тими 600 миллионами? Мы их просто втратили? Все, мы их потеряли. То есть мы их не получим уже. Но в следующем году мы можем получить еще миллиард 800, если мы выполним те требования Еврокомиссии, которые она дала. А для чого Єврокомісія дає ці гроші безповоротної допомоги? Для того, чтобы страна, чтобы поддержать страну, потому что все-таки Украина это страна на границе Европейского Союза, которая сейчас идет в войну с агрессором, с Россией. Соответственно, если здесь совершенно разбалансируется экономика, и здесь произойдут там какие-то бесповоротные процессы, все может закончиться обнищанием людей, там, политическими какими-то настроениями, боюсь сказать это слово, там, третьим Майданом, да, условно говоря, и после этого под эту, всю, пользуясь, не политической нестабильностью, может быть агрессия прямая России. Им это не нужно, потому что это, во-первых, увеличит там количество беженцев, проблем, вообще, в принципе, им это не нужно. Поэтому они хотят поддержать страну. Таке запитання, от всі ці речі, тобто давання цих грошей, Єврокомісію, вони відбуваються для України як з-під палки, так? От ми дамо в обмін на це. А идентичная ситуация была також и в Польше? Нет, в том-то весь и вопрос. Это, конечно, вы очень правильно заметили, это, конечно, тоже проблема, потому что в Польше на самом деле, там были требования по реформам, которые поляки выполняли в своей массе, не все. А вот как раз они выполняли то, что касалось борьбы с коррупцией там, и как создания какой-то инфраструктуры, это они делали все четко. Но то, что касается каких-то экономических своих интересов, они торговались до последнего. И, между прочим, очень неплохие условия себе в Евросоюзе выторговали. Скажем так, вот, когда касалось конкретных промышленности, их интересов, то есть это была борьба до последней запятой. Когда касалось каких-то вопросов, там, суды, там, сказать, там, вот, коррупция, они сразу шли навстречу. И в этом смысле они получили очень много денег, за счет которого построили свою экономику. То есть вот и все польское чудо. То есть, грубо говоря, очень много денег от Евросоюза. При этом не выдумывать велосипед, а проводить массовую приватизацию, продавать ее, в том числе эти промышленные предприятия, западным инвесторам, сказать, там, реформировать суды, реформировать там, силовые органы, правильно налаживать систему контроля за чиновниками и так далее и тому подобное. Они построили фондовый рынок, что очень важно, в общем-то, для страны. И многие предприятия, которые сейчас, кстати говоря, и украинские предприятия, многие котируются на фондовой бирже в Варшаве. Но и в то же время польские предприятия, они выведены на фондовую биржу. То, чего, к сожалению, у нас не сделали, в том числе и украинские
украинские олигархи, в том числе из-за чего у них сейчас у всех проблемы. Потому что если бы такие активы, там, например, как у, ну, предположим, если бы вот Ахметов продал свой ДТЭК на фондовой бирже, сейчас там 90% принадлежало бы всему народу Украины. Но у него не было бы сейчас таких нареканий от общественности, такого давления за его там формулу Роттердам плюс. Ну, вот то же самая ситуация с другими олигархами. То есть они должны были давно это сделать. В Польше местные элиты это сделали раз, а всю промышленность они приватизировали абсолютно на прозрачных, понятных, как бы чистых, так сказать, там, способах, продав их в том числе западным европейским инвесторам, пустив западный капитал к себе в страну. А от коли ми говоримо про Польщу, так, от Польща, вона розвинулася за рахунок європейських грошей, так, і вкладень. От коли ми їдемо по Польщі, ми всюди бачимо, навіть там, ну, якась проста автобусна зупинка, так, там 95% це кошти Євросоюзу, чи 60% це кошти Євросоюзу. Без вступу в Євросоюз ми зможемо обновити так само нашу інфраструктуру українську, чи це нереально? Європа дасть такі ж гроші, як Польщі? Такие не даст. Она может дать вот на уровне там 1,6, там 2-3 миллиарда, да, как бы. Но я уверен, что мы должны сделать очень много. Смотрите, Европа, если будет давать деньги, она будет давать в том случае, если мы будем идти четко по ее как бы адженде, то есть по ее плану, потому что она от нас требует. Раз. В части реформирования государственных органов, если мы пустим европейский капитал, европейский бизнес полностью в приватизацию активов, то есть о чем идет речь? Мы же знаем, что часто выписываются условия приватизации так, что ну, неформально понятно, это мы отдадим тому, это мы отдадим тому, говоря, прописывают соответствующие условия продаж. Вот от этого надо уйти, надо продавать так, как продавали, грубо говоря, Криворожсталь. Вот кто хочет, тот и приходит. Цена там, грубо говоря, там разумная, то есть посчитать, если что, продать там дешевле, придумать, как реструктуризировать долги, отдать каким-то образом, но так, чтобы та компания, которая пришла, она принесла там технологии, она начала работать, и пусть это будет западный инвестор, пусть он, грубо говоря, даже заплатит там меньше, чем мог бы заплатить там кто-то, грубо говоря, из местных, но он создаст конкуренцию раз с местным олигархом, и как бы уже будет и наш бизнес, и будет европейский бизнес, и два, в конце концов его просто пустят. Потому что довольно часто европейцев не пускают. Кроме того, если будет честная конкуренция даже по цене, я уверен, что европейские компании, транснациональные особенно, они выиграют у любого украинского олигарха в конкурентной борьбе, потому что у них просто денег больше. Еще скажу одну вещь, извините. В этом году увеличилось на 5% общий объем инвестиций в мире. Он достиг 1,7 триллионов долларов. В прошлом году он упал на 2%, в этом году увеличился. А Украина в этом году получит 2,1, ну максимум 2,2, вот сейчас вот до конца года надо подождать, миллиарда долларов инвестиций. Это при том, что в прошлом году у нас было 3,3 миллиарда долларов инвестиций, ну из них было там миллиард, это докапитализация российских банков, но все равно на 100 миллионов долларов было больше, даже если вычесть докапитализацию российских банков. Та же самая ситуация, посмотрим по годам. Да, вот я смотрю, 2013 год, то есть до Майдана, 4,4 миллиарда долларов инвестиций. Понятно, что как бы война, все, что происходило, там агрессия России, ну, 2014 год 410 миллионов, 2,9 миллиарда 2015, 3,2, вот прошлый год в этом 2,100. То есть у нас довольно мало инвестиций. Напомню, что в 2008 году Украина получила 10,9 миллиарда долларов инвестиций. Это там были золотые годы, да, но в 2006 продажи Криворожстали 5,6 миллиарда долларов инвестиций. То есть поэтому Украина, в общем, сегодня ну, достаточно мало денег получает из того, что могла бы. Я еще раз повторюсь, 1,7 триллиона было потрачено в мире. А от фонд держмайна, він має оголосити велику приватизацію. Це можна вважати інвестиціями, так? Это очень хорошо и это очень правильно, потому что, по сути, именно эта продажа активов может, привести сюда деньги, потому что вот я недавно общался с Ложкиным, это глава Инвестиционного национального совета. Он сказал такую фразу: да, если значит, у инвестора будет желание потратить 10 миллиардов долларов в Украине сегодня, ему просто некуда будет вложить. То есть для того, чтобы ему было куда вложить, нужно реально продать эти все активы. ОПЗ, говорят, там долг Фирташа и так дальше. Все это можно решить. Можно реструктуризировать этот долг, можно придумать как, но продать этот актив. Центрэнерго, то есть снять просто людей со схем. Укрспирт, посмотрите, что там происходит реально. Я вообще поверю в реформу этой стране, тогда, когда будет продан Укрспирт. То есть это... Ой, ну его важко будет Да, продать, когда компания, которая, извините, 30% фактически производящегося в стране нелегальной водки, она производится на заводах государственных Укрспирта. Это кормушка. 30% це мало, на мою Ну думку. вот по последним оценкам, что я слышал, ну может быть и Це больше. офіційних, так? Да, ну это как бы не это такие экспертные оценки, такие самые такие консервативные, да, что 30% производится как бы нелегально на заводах, грубо говоря, государственных Укрспирта. Ну, то есть это кормушка, ее надо продать, она не нужна.
Та же самая ситуация, вот 50% акций у государства Укрнафты. При этом государство не принимает ни одного решения для того, чтобы Укрнафту поддержать, она скоро вообще закроется, потому что у них убыток за убытком, там ни долг им не реструктуризируют, ни вопросы с нефтью не решают. Продайте уже этот пакет акций, тогда найдите инвестора, и пусть он как бы с этим всем разбирается. То есть это вообще бессмысленная политика. То есть мы не поддерживаем эти предприятия, мы в принципе загоняем их в то, чтобы они были уничтожены, и при этом мы фактически ничего не делаем для того, чтобы их продать. Это собака на сене. Однак ви самі розумієте, що приватизувати Укрспірт буде дуже важко, так? Тому що це є така кормушка, але крім Укрспірта є інші державні підприємства, які в принципі вони відіграють от таку роль корупційних потоків. Погоджуєтеся, так? І потрібна справді політична воля, щоб їх дозволили приватизувати. І фонд держмайна виніс їх на приватизацію. Я совершенно с ним согласен. Сейчас вот заявили о том, что в следующем году должна быть такая большая приватизация. То есть это было объявлено Гройсманом, было объявлено, там Ложкин об этом рассказывал, президент об этом говорил, о том, что действительно все эти предприятия будут в следующем году массово распроданы, начиная от мелких, которые вообще там половина из них убыточные, и заканчивая в том числе крупными, там очень важными предприятиями, которые будут интересны для инвесторов. Посмотрим, как они выполнят свои обещания в следующем году. Если это произойдет, это будет прорыв, и действительно может прийти тогда больше инвестиций. И тогда, в общем-то, у нас экономический рост может быть не 2-3%, как планируется, а действительно 5-7%, как сегодня заявил Гройсман, что такой рост он хотел бы получить. Гроші Міжнародного валютного фонду, так? Вони ще нам довго будуть потрібні, на вашу думку? Но в следующем году они будут нужны, потому что нам нужно будет накапливать определенную сумму денег для того, чтобы в 2012 году у нас в общем-то, пик выплат, и нам нужно будет накопить определенную сумму денег для того, чтобы была макростабильность с одной стороны, с другой стороны, чтобы мы могли погашать эти выплаты. В этом году, в декабре, мы должны были получить деньги Международного валютного фонда. Мы их не получили в силу ряда причин. Во-первых, мы не отказались от дальнейшего повышения, сказать, приведения тарифов в соответствие, как сказать, к экономически обоснованному уровню. То есть не повышал там Гройсман тарифы на газ, потому что не хотел, сказать, там, злить население. Хотя, в принципе, по большому счету, тарифы должны быть рыночными, и все должны платить рыночную цену. Если кто-то как бы хочет дешевле, то он должен заниматься энергоэффективными технологиями, там, думать о том, каким образом менять там, в доме отопление, уходить от центрального отопления и так далее и тому подобное. Второй вопрос, связанный с рынком земли, который не ввели, также приватизация, которая не была проведена, ну и, конечно, там введение антикоррупционных судов, которые также требовал, собственно говоря, введение, в том числе и МВФ, как бы, как элемент как бы реформы такой судебной. К сожалению, это тоже было провально, потому что мы видим, что происходит. НАБУ постоянно ловит коррупционеров, но в суде они просто дают денег и откупаются и уходят. Соответственно, для того, чтобы этого не происходило, чтобы начала работать румынская практика, как бы машина, когда там привозят, там румынская НАБУ привозит там DNA в суды как бы антикоррупционеров, дает доказательства, и там как потоком они просто садятся в тюрьму и уже фактически очень сильно почистили верхушку и очень сильно снизили коррупцию в стране. Цього року Польща заявила, що їм вже не потрібні гроші Міжнародного валютного фонду. Скільки часу потрібно, щоб Україна зробила таку ж саму заяву? Я думаю, что Украине должно быть рост экономики стабильный, хотя бы там 7-10% на протяжении 3-4 лет, чтобы нам уже не были нужны эти деньги. В следующем году нам деньги МВФ будут нужны, и нам придется их получать, и скорее всего нам в марте дадут этот транш. Мы его, скорее всего, вероятнее всего, если там не случится каких-то совершенно там экстраординарных вещей, мы его получим. Да, катаклизмов, то мы его получим. И это довольно важно. Что касается вообще экономики страны, у нас ожидается в ближайшие там годы, до 2020 года, рост порядка 2-3%. То есть каких-то глобальных катаклизмов, если не будет там войны, если там у сумасшедшего Путина, не знаю, там планка как бы не, сказать, не упадет, и он там не пойдет там войсками просто в открытую, то у нас будет нормальный постепенный рост. Посмотрите, в этом году, например, если брать зарплаты средние, вот даже ради интереса сейчас вам расскажу по размерам. Значит, у нас получается такая ситуация. У нас было в январе 6 тысяч гривен средняя зарплата, в сентябре уже 7 351. При этом у нас была инфляция 12%. То есть, если мы возьмем 6 тысяч, добавим 20%, это где-то 6 800. То есть, реально, вот там где-то 500 гривен – это реальный рост зарплаты. И та же самая ситуация, это можно посмотреть по потребительским рынкам. На 30% выросли продажи автомобилей. Там выросли продажи новых там, смартфонов и всего остального. То есть фактически есть
некое улучшение, оно не сильное. Ну там 2-3% вот роста ВВП. Однак економіка, вона зрушується з місця, так? Да, она начинает по чуть-чуть расти, и некие улучшения есть. И, в принципе, эти улучшения, наверное, и вероятнее всего, вот как прогнозируют все совершенно там эксперты в макроэкономике, будут продолжаться до 2020 года, если не произойдет никаких катаклизмов. Дякуємо Олегу Гавришу, журналісту, редактору відділу бізнес порталу «Нове Время». Мене звати Любомир Ференц. Ми закінчуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І дивіться вже після новин програму «Прайм» з Аркадієм Бабченком.